Да, да. Да вот парень говорит, после вот вы. Хорошо. Да. Салам алейкум всем. Я учусь в 11 классе. Да. И мой вопрос таков. Вот я знаю немецкий язык, и в феврале 2020 года у меня начнется учеба в Германии. И нет, это не был вопрос. Хорошо. Вопрос был это. Если бы мы вернули время назад, то каких ошибок мы должны избежать? То есть, если бы ваше время вернули назад, какие советы нам можете дать? То есть, мы имеем в виду, если я снова начинал бы, да? Да. Что я не делал бы, имеешь в виду? Нет, что сделали бы? А, что для сделал? нас совет дайте для молодежи. Если мне будут в твоем годе, Да. я первым делом найду наставника. Да. Я первым делом, честное слово, я попрошу своих родителей дать мне немножко капитала, если они у них есть. Если нет, я найду наставника, я говорю, 3-5 лет буду работать бесплатно, научи меня все то, что ты умеешь. Понимаете? Я тут работаю в Самов, в Жанде. Послушай, ты мне этот вопрос дал, теперь уметь послушать. Да. Понимаешь, я первым делом так делал бы. Если денег нет у меня, я подошел бы и сказал, 3-5 лет буду работать бесплатно. Научи меня все то, что ты умеешь. Я экономил бы кучу года своей жизни. Я первым делом это делал бы. Потому что я очень много времени потратил за то, что пытался делать чего-то, и они мне дорого обошлись, ошибки дорого обошлись. Ошибки. И каждая ошибка назад бросает человека. Она нужна, но тебе назад бросает. Понимаешь? А когда у тебя наставник есть, это прямо как ракета, понимаешь? Настоящая ракета. Самолет. Сидит сразу в другом городе. А когда наставник идет пешком, как караваны. Похоже на это. Равносильно это. Спасибо. Найди наставника в том сфере, кем ты хочешь стать. Пожалуйста, сюда дай, дорогой. Салам алейкум. Саулиман чунин мебошад. Кабзаник. Саулиман чунин мебошад. Какие советы вы можете дать нам, чтобы мы настроили себя как вы? Мысли шумой, механият кунемки, амрой шумо, давлатани ход хизмат кунемки, яни дар вақти муайяни кӯтоҳ Больше добиться. Больше добиться. Первый успех в жизни. Я понял. Читай мои книги, посещай мои тренинги, тогда у тебя мировоззрение станет похож, как у меня. Ты начнешь видеть больше. Ты понимаешь, среда. Эта среда не поможет тебе стать, как я. Эта среда другая. Давайте я вам расскажу одну историю. Однажды охотник пошел в горах. Послушайте внимательно. Охотник пошел в горах. И дождь пошел. Сильный ветер. И вдруг видишь, что высокая скала, камень упал, и там упало гнездо орла. И упал орленок. И он взял этого орленка, принес с собой домой. Потому что он не мог туда его как поставить, там нету гнездо, ничего. Он взял этого орленка, принес с собой домой. И это орленка, где он держал дома? С курицами. Среди курицы держал орленка. Внимание, обратите. Прошло через некоторое время, но орел вырос. Но среда-то курицы. И что делает орел? Орел начинает делать то, что кури делают. Ходит и дерьмо ковыряется. Орел делает то, что делают кури. Проходят годы. Орел даже не попытается, попробует уйти. И делает то, что делают кури. Потому что среда такая. Потом однажды вдруг все куры убежали. Убегай, 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 тебе заберут, если не убегаешь. Он тоже побежал и зашел в курятник. И вдруг смотрит, какой-то большой тень. Тень летящего орла сверху. И он спрашивает, а кто это? Куры говорят, ты понимаешь, это птица, Бог неба. Ни одна птица выше его не летит. И она очень высоко летит. И он Бог неба. Ты никогда старайся не попасть под его руками, а он и тебя заберет. И тут это орел смотрит и плачет. Почему я не родился орлом? Что, не понял?
Если хочешь стать как я, эта среда тебе не поможет. Среда формирует мышление, среда формирует мировоззрение. Эта среда тебе не поможет. Я изменил свою судьбу, потому что изменил свою среду. Я начал ходить с другими людьми. Я начал попасть в другие среды, где много успешных людей. Я начал по-другому жить. Все таджики у нас там, где базары торгуют, все делают так. Я не сидел в базаре, я пошел учиться. Я пошел в другую среду создал, понимаешь? Вот здесь я питаюсь в данный момент, вот эту школу создал и так далее. Зачем эти вещи делаю? Приезжаю, провожу такие семинары, вот такие бизнес-встречи. Видите, эти люди из разных местах, ты замечаешь? Чтобы потихонечку поддерживающую среду создать для вас. Вам нужна поддерживающая среда, которая, глядя друг на друга, вдохновляет тебя. Понимаешь? Которая мотивирует тебя. Нужна поддерживающая среда. Это как банка соленые огурцы. Если свежие огурцы бросай, со временем станет соленый. Правую руку поднимаем, повторим за мной. К чему ты прикасаешься? Тот прикасается к тебе. К чему ты чаще прикасаешься? Ты этим становишься. Например, если мука таскаешь, станешь белым. Уголь таскаешь, станешь черным. Масло туда что разливаем, руки станешь жирные. Понимаешь? Если часто будешь общаться в кругу предпринимателей, твое сознание начнет мыслить как предприниматели. Среда. Просто тупо приходи иногда, сядь в моем кабинете, в своем офисе, просто сиди и думай. Я потихонечку здесь создам много информационных поля. Потихонечку. И она будет отличаться от всего то, что вокруг тебя видишь. Просто приходи чаще. Проводи хотя бы в месяц 2-3 часа тут. Просто сядь, общайся, читай книги, смотри на людей. Просто ходи, тусуйся, понимаешь? Это очень важно. Через несколько времени ты начнешь задуматься. У тебя сознание начнет мыслить по-другому. Ты должен вырасти в этой среде. Просто ходи на все мои тренинги, которые я буду здесь. Ходи, потрать на это деньги, время, а потом увидишь, как это работает. 1000 раз, миллион раз окупает себя. Ты понимаешь, миллион раз. Разве это не хорошо? Это здорово. Ты станешь 10 раз сильнее, кем кто ты есть. Твой мозг поможет тебе создать огромный успех. Знаете, плюс в чем, ребята? Какой плюс есть у нас? Вы даже не понимаете, сейчас в ближайшие 5-10 лет, какой растущий рынок будет здесь. Мир не остается на одном уровне, и Таджикистан не остается на одном уровне. Пройдет 3-5 лет, кто сегодня учится, будет наверху, ребята. Он будет впереди. А кто не учится, даже если сегодня он успешнее, он будет позади. Даже если у него денег есть, он все равно будет позади. Почему? Деньги уже не помогают бизнесу. Еще год, 1,5-2, деньги являются власть. Деньги диктуют власть. Через 2-3 года нет. Например, у нас еще бизнеса нет, поэтому деньги роль играют. У нас еще бизнеса нету. Бизнес начинает только заходить к нам. В 90-х годах ресурсы, то есть это деньги, связи, знакомые и так далее. С 90-х годах по сегодняшний день, 2000, где-то 18-й год, 15-й год, ресурсы самую важную роль играли. До 15-й год. Сейчас уже меньше. Ресурсы сейчас еще в Таджикистане рога. В другом месте нет. Например, Казахстан, Россия деньги не работает уже. Сейчас уже твоя сильная страна не деньги. Понимаете? Например, есть люди, которые денег есть у них, но бизнес не идет. Ты знаешь, сколько в Москве приходят ребята, мне говорят, наставник, денег есть, 100 тысяч есть, 50 тысяч есть, дома лежит. А что туда не знаю, бизнес не идет, так трудно. Это время ушло. Понимаете? Денег есть, но дело не идет. Это время ушло. Это время 90-х годах по 2018 год здесь, в Таджикистане. Через 2 года вообще это не работает. Сейчас наступает время менеджмента. Систематизация, менеджмент, управление. Теперь мозги важнее. Понимаешь? Вот это важнее. А через 5-10 лет будет маркетинг. Будет очень сильно работать маркетинг. Поэтому сейчас не надо деньги искать.
Надо вот это два вещи воспитать в себе. Вот это воспитывай. Понимаешь? Вот это воспитывай. Любую сумму денег придет к тебе. Любая сумма. Миллион придет. 10 миллионов придет. И не надо тебе накопить их. Вот это накопи. Ты же на деньгах, может быть, не имеешь доступ, так? На большие деньги не имеете доступ. Но на это же доступ есть. У кого есть доступ на это? У всех. Займись вот этим вещам. Займитесь этим вещам. Это будущее. Вот эти люди с удовольствием будут вложить на вас. Потому что у них самому мозги не хватит эти деньги управлять. Потому что эти деньги не поможет им уже. Это время ушло уже. Еще год, время уйдет. Хорошо? Большое спасибо. Вот эта девушка из Панжикин приехала, дадите мне его последние фразы и все.